Таджикские студенты встретили Шавката Мирзиёева. Крупным планом блогер заснял дворец Мирзиёева. Политэмигранты из Центральной Азии. Новые похищения в России. 10 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Таджикистан. В первый день визита Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон приняли участие в торжественном концерте деятелей культуры и искусства Таджикистана и Узбекистана под названием «Вечер дружбы», состоявшемся в комплексе Кохи-Борбат. Ранее на брифинге пресс-секретарь президента Шерзот Асадов сообщил, что в первый день визита в Душанбе пройдут основные переговоры. На второй день запланировано проведение ряда мероприятий в Худжанде, передает Азадлик. Новостной портал Бомдот сообщает о том, что на днях несколько десятков таджикских студентов были собраны на посадочной полосе аэропорта Худжанда для репетиции встречи президента Узбекистана. Студенты уже несколько дней по много часов репетируют в 40-градусную жару на раскаленном асфальте. Таджикский журналист Раджаб Мирзо обратился с открытым письмом к министру образования и науки Таджикистана Мухаммад Юсуфу Имамзода по поводу принудительного привлечения студентов к данным мероприятиям. В своем письме журналист, в частности, задает вопрос о том, на каком основании все это происходит и каковы последствия для учащегося в случае отказа участвовать в подобных мероприятиях. Напомним, что таджикские власти известны своей привычкой к помпезным встречам президента и других высокопоставленных гостей. Так, при каждой поездке президента Рахмона в тот или иной регион страны в его честь устраиваются массовые мероприятия с привлечением школьников и студентов, причем при любых погодных условиях. Как стало известно журналистам, сотни студентов из различных регионов Таджикистана были также заранее предупреждены об их обязательном участии в массовых мероприятиях в честь 30-летия независимости Таджикистана, которые будут отмечаться в сентябре этого года. Народ, вот требует продолжения сериала. Узбекский активист и блогер Алексей Гаршин, первым обнародовавший информацию о существовании секретной дачи президента Узбекистана, на днях опубликовал на своем YouTube-канале видео под названием «Шоввоссай. Дача жуликов Узбекистана», в котором он рассказал о своем путешествии по горному региону в Узбекистане ради съемок на видео дворца Мирзиёева. Снятое блогером видео позволяет более подробно рассмотреть роскошную резиденцию с ее садами и искусственным озером, которые ранее можно было увидеть только со спутников. Ага. Лоб скажу. Да. Вот эта территория охраняется для чего? Ага. Там внутри горы, Ага. там и дача есть. Напомним, что в феврале текущего года журналисты опубликовали материал о тайной резиденции президента Узбекистана в Угам-Чаткальском биосферном резервате, примерно в 100 километрах к северо-востоку от Ташкента. Расследование Задлика включало интервью с официальными лицами, строителями и местными жителями, а также документальные свидетельства, подтверждающие, что на проект были потрачены сотни миллионов долларов. Представители власти тогда опровергли информацию о Золотом дворце президента Мирзиёева, сказав, что комплекс был якобы построен для работников железной дороги и их семей, а также для туристов. Мирзиёев также заявил, что не имеет никакого отношения к собственности в районе реки Шоввоссой и повторил ранее сделанное заявление железнодорожной компании Узбекистон Тимир Юллари о том, что курорт принадлежит железнодорожной компании на законных основаниях и построен для отдыха сотрудников Узбекистон Тимир Юллари. Или же объясните мне, как такое возможно, что над зоной отдыха для сотрудников ЖД Узбекистана нет полетной зоны. И объясните мне еще один момент, как такое возможно, что в зоне отдыха есть 4 площадки для посадки и взлета вертолета. Власти России в последнее время все чаще стали преследовать, задерживать и депортировать на родину выходцев из стран Центральной Азии, преследуемых властями их стран. Это чаще всего люди с активной позицией, не согласные с происходящими в своих странах политическими процессами. Так, например, 26 мая после задержания бесследно исчез 34-летний уроженец Кашкадаринской области Узбекистана Шохрух Базаров, в отношении которого ЕСПЧ вынес решение о применении правила 39 о невыдаче его в Узбекистан. Правозащитник Бахром Хамроев выяснил, что в похищении Базарова принимали участие сотрудники ФСБ России.
Для его задержания были привлечены сотрудники ФСБ. В день задержания Шохруха привезли в аэропорт Домодедово и сразу отправили в Узбекистан. Утром он отправил проживающей в Казани жене СМС-сообщение, в котором написал: «Меня доставили в Ташкент, другого выхода теперь нет», рассказывает Хамроев. Ранее 18 мая бесследно пропал таджикский активист движения «Группа 24» Рахмаджони Махмаджон. Ни его родственникам, ни соратникам о местонахождении активиста ничего не известно. Известно также, что до исчезновения он получал угрозы в свой адрес и жаловался на преследование со стороны неизвестных людей, отмечает «Настоящее время». Московский адвокат Тимофей Широков, имеющий немалый опыт в защите мигрантов из стран Центральной Азии, ответил на вопрос журналиста «Настоящего времени» о том, является ли Россия безопасной страной для активистов и политических беженцев. К сожалению, для этих людей существует реальная угроза, и я всегда говорю тем клиентам, с которыми работаю, и кого удается вытащить из следственных изоляторов, из центров содержания иностранных граждан. Россия не та страна, где вы можете ожидать верховенства права. Ищите любые возможности уехать отсюда, сказал Широков. Соответственно, в дальнейшем, с ним проводятся процедуры.